Вы смотрите итоги дня на телеканале «Якутия-24». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале об основных темах этого выпуска. Освоение космоса продолжается по сей день, и Якутия прикладывает для этого немало усилий. Наш корреспондент подробно разобрался в этой теме. Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде мая. Более 1000 молодых парней из Якутии отправятся служить в армию. До открытия диспансера остались считанные дни. Якутские врачи готовятся к открытию нового кардиососудистого центра. В конце недели ожидается закрытие всех ледовых переправ в Якутии. А с сегодняшнего дня уже запрещена эксплуатация двух. Расскажем, каких именно. Мамы и папы, которые проверили свои знания и побывали в шкуре детей. Всероссийская акция «Единый день ЕГЭ» для родителей прошла в Нерюнгри. Космос ближе к нам, чем может показаться. 12 апреля в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин совершил невозможное – первый полет человека в космос. Более того, освоение космоса продолжается по сей день, и Якутия прикладывает для этого немало усилий. Подробности узнавала Надежда Саханская. Он сказал «поехали» и взмахнул рукой. Казалось бы, первый полет человека в космос был уже более полувека назад. Однако до сих пор в нашей стране ежегодно проходят различные мероприятия, связанные с этим историческим событием. Сколько времени провел Юрий Гагарин в космосе? Как с космонавтикой связано имя Константина Циолковского и почему космический корабль назывался именно «Восток-1»? Надо сказать, что на эти вопросы уже многие знают ответы, и ими не удивить 12 апреля в День космонавтики. Но вот, например, какие современные технологии используются для изучения такого необъятного пространства, как связана наша республика с космонавтикой и какая связь есть у нас и космодрома «Восточный». На эти и многие другие вопросы ответы знают участники сегодняшней конференции «Теоретические и прикладные аспекты космической деятельности в Республике Саха-Якутия». Потому что космос – это не только сам полет в космос, это все, что связано с космической деятельностью и с ее практическим использованием. То есть использование в сельском хозяйстве, использование при анализе, например, состояния лесов, при каких-то чрезвычайных ситуациях, анализ динамики, природной среды. Наша республика неразрывно связана с темой космоса. Основная достопримечательность маленького села в Усть-Алданском районе – школьный музей авиации и космонавтики, уникальная коллекция которого начала пополняться еще в советское время экспонатами из легендарного «Звездного». В 1972 году при Дипсюнской средней школе Иваном Даниловичем был открыт кружок ракетомоделирования. В октябре 1974 года им организован был музей космонавтики, который стал первым в республике музеем космонавтики. Также у нас есть 8-метровая модель ракетоносителя «Союз», которая была сделана руками кружковцев. Она является символом нашего музея. А в архиве НВК «Саха» сохранились редкие кадры визита летчика-космонавта Валерия Быковского в Якутию. Космонавт под номером 5 29 июня 1965 года прилетел в нашу республику со своей супругой Валентиной. Они стали почетными гостями ЭСЭХа в Мегино-Кангаласском районе и фестиваля молодежи в Мирном. Свой визит в республику космонавт отметил словами: «В Северном Якутске теплее, чем в космосе». Не обошлось и без забавного случая. Валерию Быковскому подарили оленьи рога, и он в шутку сурово посмотрел на супругу. И вот тогда пришел черед смутиться дарившим такой необычный сувенир. Космонавт Олег Кононенко, которого уже можно назвать амбассадором якутской культуры в космосе, поздравил якутян с сегодняшней знаменательной датой. Напомним, что это тот самый летчик-космонавт, который во время полета в космос брал с собой якутский хамус и играл на варганном инструменте на борту Международной космической станции. Помню, как во время своего второго космического полета в 2011 году я захватил с собой национальный якутский музыкальный инструмент хамус, изготовленный народным мастером Риворием Чамчоевым Чамчоу-Ус. Весил он всего лишь 70 грамм, а вместе с футляром 90, и идеально вписался по своим параметрам в требования космической программы. Когда я впервые услышал настоящее звучание хамуса в исполнении детей,
был восхищен и поражен. Если честно, то к тому полету я готовился особенно ответственно. Наряду с другими тренировками взял несколько уроков игре на варгане, внеся тем самым в предполетное мероприятие еще одно выступление для коллег-космонавтов. Несмотря на то, что с каждым годом первый полет человека в космос все дальше от нас, важно помнить, какая огромная работа была проделана, чтобы это свершилось. И, как говорил Константин Циолковский, Земля – колыбель человечества, но не всю же жизнь лежать в колыбели. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. В селе Чапаево Хангаласского Улуса состоялось торжественное открытие учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук республики. Это базовая площадка регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Якутии, реализована в рамках нацпроекта образования по модели образовательного центра «Сириус». На торжественном открытии побывал и наш корреспондент Иван Лазаренко. Село Чапаево Хангаласского Улуса отныне станет самым настоящим центром притяжения для талантливой и одаренной молодежи, для талантливых школьников нашей республики, потому что именно здесь сегодня состоялось торжественное открытие учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук, оснащенного по самому последнему слову техники самым современным оборудованием. Трехэтажное здание общей площадью более 7 тысяч квадратных метров состоит из двух смежных блоков – учебного на 150 мест и жилого на 100 мест. Объект построен в рамках соглашения между правительством региона и компанией «Роснефть». Финансирование строительства объекта осуществлено целевым фондом будущих поколений Якутии за счет средств «Роснефти» в размере более 1 миллиарда рублей. Сегодня мы получили ряд таких хороших лабораторий, где наши дети могут уже на самом высоком уровне заниматься своими исследованиями. Сегодня некоторые ребята представили свои проекты, и мы видим, что наши юные исследователи работают над такими проектами, которые могут принести реальную пользу и республике, и стране. Соответственно, мы ожидаем от этого центра, такого научно-образовательного, можно сказать, центра, да, хороших результатов в области науки и технологий. Новый учебный корпус задает высокий стандарт инфраструктуры научно-исследовательской деятельности школьников. Здесь создано множество лабораторий от аэрокосмической инженерии и дистанционного зондирования Земли до молекулярной биологии и геномных исследований. На территории обустроены учебные полигоны альтернативной энергетики, климатологии и изменения климата, марсианский и полигон Роснефти. Помимо учебных лабораторий в здании также имеются IT-центр, коворкинг, актовый зал, библиотека, телестудия и студия звукозаписи, а также спортивный и тренажерный залы. Наши ребята будут здесь сами создавать клеточные культуры уникальных растений, которые находятся здесь, на нашей территории Якутии. Например, венерин башмачок. Это очень уникальное растение краснокнижное, но мы будем его культивировать клеточно. И также наши ребята этим будут заниматься, участники нашей академии. Ну и также здесь будут проводиться работы по геномным исследованиям, как раз связанные с древними животными, которые здесь жили давным-давно. И это будет таким большим интересным проектом. Символично, что в День космонавтики состоялась торжественная передача спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» детям Якутии от госкорпорации «Роскосмос». С этого момента начинается отсчет работы космического полигона Малой академии наук. Это важное событие, и мне жаль, что мероприятия в отряде космонавтов, связанные с подготовкой к полетам, не позволили принять личное участие. Меня связывает давняя дружба с Якутией, и вы знаете мое особое отношение к вашей республике. Поэтому я горжусь, что спускаемый аппарат, в котором я, как командир корабля «Союз МС-11», совершил посадку 25 июня 2019 года в 5 часов 48 минут по московскому времени, установлен рядом с учебным корпусом. Уверен, что экспозиция аппарата будет стимулировать развитие молодого поколения интереса к науке и технике, космической деятельности и в конечном итоге способствовать подготовке высококвалифицированных кадров. Новый учебно-лабораторный корпус Малой академии наук – объект столетия. Он входит в перечень 100 социально значимых объектов, приуроченных к столетию образования Якутской АССР. Безусловно, этот центр, мы можем сказать, что один из лучших центров для подготовки одаренных детей не только на Дальнем Востоке, но и, наверное, во всей стране. Потому что я много где был, много где вижу, как работают с одаренными детьми. И, безусловно, вот сегодня это здание, безусловно, одно из лучших.
Малая академия наук республики – это уникальный международный научно-образовательный центр. Его главной идеей является создание вдохновляющей атмосферы для одаренных детей со всей республики и формирование сообщества будущих лидеров Якутии. Иван Лазаренко, Дюлус Иннокентьев, Чапаева, Хангаласский улус. Служить в армию отправится порядка 1200 якутян. В России с 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Она продлится до 15 июля. В соответствии с решением президента страны, в этом году на военную службу будет призвано меньше граждан, чем в аналогичный период прошедшего года. Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде мая. Молодое пополнение из Якутии по большей части будет распределено для прохождения военной службы на территории Восточного военного округа. Также стоит подчеркнуть, что военнослужащие по призыву направляться для участия в специальной военной операции не будут, а военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечению срока службы будут своевременно уволены в запас и отправлены домой в соответствии с установленными сроками. Все отправки и распределение граждан ведутся в плановом порядке. То есть никаких у нас дополнительных заданий нету. Служба в армии у нас, так же как в законе о воинской обязанности военной службы, предусматривает 1 год. Исключение составляет альтернативная гражданская служба. Это особый вид трудовой деятельности, который регулируется отдельным законом. Там срок службы, вернее, трудовой деятельности составляет 21 месяц. Год и 9 месяцев. На альтернативную гражданскую службу у нас могут поступать граждане, которые по своим убеждениям или по вероисповеданию не могут служить в вооруженных силах, а также коренные народы, которые занимаются хозяйственной деятельностью и национальными промыслами. Также одной из ключевых задач при организации мероприятий весеннего призыва, как и в предыдущие 2 года, остается недопущение распространения коронавирусной инфекции. Все меры требования безопасности будут соблюдены. На сборном пункте проведено будет тестирование всех граждан, которые будут прибывать с муниципальных образований тестами ИХА. Все граждане, которые будут выявлены с положительными результатами на тестировании, будут направлены в медицинские учреждения города Якутска. То есть также на сборном пункте мы будем всем выдавать маски, проводить термометрию, чтобы исключить случаи завоза вооруженной силы ребят с заболеваниями. Якутские врачи готовятся к открытию нового кардиососудистого центра. Готовность объекта, по словам Станислава Жиркова, генерального директора Национального центра медицины, составляет 99%. До открытия диспансера остались считанные дни, продолжит Саргалана Неустроева. Уже сегодня в новый кардиососудистый центр завезли и установили все необходимое оборудование. Дело осталось за малым – подготовить документацию и, что называется, навести лоск. Местные специалисты с восторгом отзываются о возможностях новой техники. Здесь современным мировым стандартам отвечают не только аппараты диагностики, но даже кровати оснащены всем необходимым для комфортного пребывания в больнице. Управляемость, конечно, уже попроще будет. Это умные аппараты, функционально лучше, чем предыдущие. И в использовании намного попроще, скажем так. И функционально они более расширились. Намного лучше, конечно, стало. Заданной высокой планке соответствуют и специалисты центра. Часть уже прошла стажировку в ведущем институте страны имени Склифосовского. Полностью укомплектован весь персонал больницы. У нас уже первые сотрудники съездили на обучение, вернулись буквально на прошлой неделе. Это нейрососудистая бригада, врач-нейрохирург и нейрореаниматологи. Сейчас вылетают на обучение кардиологи и диагносты. Это клинико-диагностические, которые проводят клинико-диагностические мероприятия. Между тем, на сегодняшний день на учете у кардиологического отделения Национального центра медицины уже стоят около 50 тысяч жителей республики. По словам врачей-кардиологов, с началом работы нового кардиососудистого центра количество пациентов значительно увеличится. Но бояться этого не стоит. Это связано с повышением выявляемости, то есть, этой патологии. Но повышение заболеваемости особо бояться не надо. Мы должны снижать смертность, преждевременную смертность в трудоспособном возрасте. Вот главный эффект открытия и работы кардиологических центров.
По сообщению специалистов, с начала работы нового кардиососудистого центра до 2024 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний может снизиться с 364 до 279 человек на 100 тысяч жителей республики. Разница внушительная, для результата работы всего лишь 2 лет. Кто знает, сколько удастся спасти жизней потом, усовершенствовав методы и набравшись опыта. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. С сегодняшнего дня в Якутии запрещена эксплуатация 2-ледовых переправ муниципального значения. В Ленском районе Южная Нюя – Натора, а в Алданском районе Нижний Куранах – поселок Угаян. В эту пятницу, 15 апреля, ожидается закрытие всех ледовых переправ Якутии. Между тем, в Ленском районе тоже постепенно закрываются автозимники. С начала месяца были введены ограничения до 20 тонн на территории нескольких. Это Ленск, Хамра и Хамра-Пеледуй. Ограничения действуют и на дороге от Первомайского до Ярославского. С 5 апреля у нас закрыт проезд на ледовом автозимнике через реку Нюя. Это 23 километр по автодороге Ленск-Мирный. И разрешен проезд по мосту. Там также действуют ограничения по грузоподъемности. И это до 30 тонн. Также у нас есть ограничения, которые будут действовать с 15 апреля. Это по дорогам местного значения, то есть движение на аэропорт. Также это касается подъездной дороги в село Батамай, 33 километр до села Бичинча. На всех вышеперечисленных участках будут действовать ограничения до 15 тонн. Также с 15 апреля закрывается автодорога Вилюй, все ледовые переправы до города Якутск. Между тем, все больше пассажиров пользуются услугами железнодорожного транспорта. Каждый день с автовокзала Якутска курсируют полные автобусы на станцию Нижний Бестях. Подробности далее. За первый квартал компанией «Железные дороги Якутии» перевезено 59 300 пассажиров, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Пассажирооборот тоже достиг максимума, что в 3 раза больше, чем в 2021 году. На поезде очень удобно ездить, так как можно ездить с комфортом, скачать фильмы на ноутбук, посмотреть, попить чайку. И очень хорошо сделано то, что есть автобусы, которые могут привезти на ЖД вокзал в Бестяхе. На рост пассажирских перевозок повлияли отмена и сокращение количества рейсов некоторых авиакомпаний, продление до конца года 20% скидки на проезд в купейных вагонах и отмена некоторых ограничений по коронавирусу. Поездом мы поехали, такси мы не стали ездить, потому что очень тяжело и очень трудно. 10 часов не высидишь. А поездом очень хорошо. И удобно, и уютно, и прекрасно. Нас все устраивает. Сколько ездим, все нормально. Самое главное, что мы проходим все вовремя. Кроме местных, наиболее популярными направлениями продолжают оставаться Благовещенск, Владивосток и Иркутск. Для них введены дополнительные беспересадочные вагоны, что дает пассажирам возможность с комфортом добраться без пересадки почти до всех крупных городов Дальнего Востока. Якутия – один из наиболее речных и озерных регионов России. О водохозяйственном комплексе республики и проведении водоохранных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод говорили сегодня в Ултумене в рамках круглого стола. Министерству экологии и природопользования и лесного хозяйства республики рекомендовано усилить проведение мониторинга качества водных объектов в период паводка, принять неотложные меры по устранению фильтрации в теле и основании защитной дамбы, в том числе завершить строительство объекта «Инженерная защита от паводковых вод города Якутска» с последующей передачей его на баланс. Также необходимо обеспечить контроль предусмотренных русловых работ на реках и берегоукрепительных мероприятий населенных пунктов республики. Конечно, в первую очередь надо обезопасить население и обеспечить безопасный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья. Чтобы решить эту задачу, мы сегодня обсудили вопрос финансирования, содержания и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые стоят на балансе, в том числе бесхозные. Это первое направление. Второе направление – планирование
водохозяйственной деятельности в Республике Саха-Якутия. Это работа с Федеральным агентством водного ресурса Российской Федерации и уполномоченных органов в Республике Саха-Якутия. То есть получение субвенций на водохозяйственные мероприятия. Это строительство берегозащитных сооружений, это эксплуатация и мероприятия на водных объектах. Ну и третье направление, самое важное, которое затрагивает каждого человека, это, конечно, обеспеченность чистой водой. И, конечно, чистота наших рек. Всероссийская акция «Единый день ЕГЭ» для родителей прошла в Нерюнгри. Желающих проверить себя в сдаче экзамена ждали 5 школ района. Как проходила акция в 13-й школе Нерюнгри, расскажет Тамара Игнатьева. В школе номер 13 в день пробного единого государственного экзамена все было по-взрослому, во всех смыслах этого слова. Для начала родителям пришлось пройти сканирование металлоискателями. Затем им напомнили, что при себе нельзя иметь сотовые телефоны, шпаргалки. Посидев в комнате ожидания, в условленное время сдающие экзамен прошли в отведенную для этого аудиторию. Обычно родители довольны проведением акции. Для них это дает большой, наверное, какой-то такой старт тому, что нужно отнестись серьезно. Проведение государственной итоговой аттестации – это будущее и выборы их детей для того, чтобы осуществить свою мечту, поступить туда, куда желает выпускник со своими родителями. Участвуя в акции, взрослые проходят через все процедуры экзамена. Регистрируются, заполняют бланки, видят, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются материалы, пишут работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут в этом году. Сегодня у нас пришли 13 человек. Мы подготовили 3 аудитории. Мы надеялись, что будет гораздо больше участников. Многие родители признавали, что математика для них более сложный предмет, чем русский язык, и поэтому отказались принимать участие, хотя были желающие пройти эту процедуру и ознакомиться с ней. Но будем надеяться, что в следующем году у нас будет другой предмет, и участников будет больше. В целом родители справились с заданиями и уложились по времени. Им отвели ровно час. Супруги Наталья и Андрей пришли на экзамен вдвоем. У них в этом году школу заканчивает средний сын. Первой справилась с заданиями мама выпускника. Сегодня я прошла все этапы ЕГЭ, и мне показалось, что ничего страшного нет, ничего сложного. И даже у меня получилось решить какие-то варианты. У меня ушло 10 минут на выполнение 4 заданий. Приятно было наблюдать, что на пробный экзамен пришли не только мамы, но и немало пап. Олега попросила сходить на экзамен дочь. Разведка боем прошла удачно. Папа доволен. Сиди, делай задания. Черновики есть, справочные материалы есть. У нас не было справочных материалов. Мы должны были все знать это в голове. Здесь можно где-то таблицу посмотреть, где-то что-то. Результаты экзаменуемых останутся в тайне. Тем не менее, родители единогласны в одном. Если их дети будут учить экзамены, повторять, то сложностей в их сдаче быть не должно. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Более 40 картин представлены на выставке «Весенний диалог», которая открылась в арт-галерее УрГЛ в Якутске. Ее авторами являются художники-любители Наталья Силина и Раиса Попова. Работы исполнены в разных техниках. Наталья Силина по профессии врач-кардиолог. Ее картины представлены в виде пейзажей и натюрмортов в акварельной и масляной технике. А Раиса Попова по профессии филолог и предпочитает писать только натюрморты. Отмечу, выставка будет проходить для всех желающих до 22 апреля с 10 до 17 часов в будние дни. Занимаюсь с молодости, где-то начинала, со студенческих лет писала акварельные техники. В дальнейшем, когда стала заниматься в студии Юрия Васильевича, стала осваивать технику маслом. В основном пейзажи нашей природы. Практически все они представлены в разное время года, в разные состояния природы. И в основном это в окрестностях города Якутска, это Артодайду, Табага, то есть всем знакомые, всем очень близкие сюжеты. Здесь представлены мои работы с 2015 по 2022 годы. В этом зале 26 моих работ. Каждая работа по-своему дорогая, но мне очень нравится. Выезды на пленэры, на природы. На этом у нас все новости. Именно таким мы запомним уходящий день. Всего доброго и до новых встреч в эфире.